Исаак Апаев – это выдающийся ногайский писатель, который поднял ногайскую литературу на такой уровень, на котором она еще никогда не стояла после средневековых наших поэтов. В советском периоде были большие писатели с большими именами, но в основном их знал узкий круг ногайского читателя. Исаак Апаев, который шел вслед за Фазилем Абдулжалиловым, за своим отцом Суюном Капаевым, он пошел выше и дальше. В 1949 году в семье известного ногайского писателя Суюна Капаева. В 1966 году он окончил национальную школу-интернат в Черкесске, учился в Ростовском инженерно-строительном институте и литературном институте имени Максима Горького в Москве. В 1974 году он дебютировал в журнале «Юность». За годы учебы Исаак Апаев не раз печатался в московских журналах «Дружба народов», «Знамя», «Дон», «Литературное обозрение». В 1975 году в Черкесске вышла его первая книга на ногайском языке «Куржун». Иса Суюнович, конечно, глыба в этой сфере, особенно для тех людей, которые также пытаются держаться за перо. Мы высоко ценим вашу беззаветную преданность родному народу и от всей души желаем вам новых успехов, больших достижений во всех ваших делах. Где б ни был я, тянусь к тебе, мой Эркин-юрт, аул родной. Ты крылья дал, чтоб я взлетел, орлом парил бы над страной. Особую роль в жизни писателя занимает его родной аул. Во многих своих произведениях автор восхваляет свой родной край, малую родину, любит писать об аульчанах. Глубоко завидую людям, которые могут отразить эпоху, жизнь людей, своих современников. И это достояние потом остается народу. Это великое дело. Вы по жизни очень скромный, очень старайтесь незаметным быть. Когда у нас есть очень много людей, совсем не талантливых, они очень себя хорошо показывают. Поэтому я глубоко вас уважаю, ценю, и ваше творчество, я думаю, на века. Рассказы и повести Исаака Апаева издавались на польском, болгарском, украинском, казахском, турецком и других языках. Его произведения неоднократно включались в антологии всесоюзной и российской прозы. Я очень люблю стихи. Очень. Это, во-первых, возможность языка. Я вижу прелесть языка в этом. Ну и сам хочу быть таким, великим мастером, но поэзии у меня не получается все равно. В зоопарке медведь живет в железной клетке, пускай в неволе, но живой. К нему играть приходят детки, и крыша есть над головой. Вокруг его железной клетки растут деревья до небес, из клетки видит мишка ветки и думает, что это лес. Более 40 лет Исаак Апаев активно участвует в литературной жизни России. Он издал почти 30 книг. Произведения ногайского писателя изучаются в средних и высших учебных заведениях Северного Кавказа. А сегодня Иса Суюнович стоит на пороге новых творческих открытий, оставаясь ведущим ногайским писателем. Для перевода разговорника в аудио-видеоформат стала просьба простых людей, желающих глубже изучить свой родной язык. И Исаак Апаев выполнил данное обещание, чтобы каждый желающий мог заниматься изучением ногайского языка в домашних условиях. В 2007 году я уже выпускал разговорник. Он у меня вышел в Ставрополе. Его разобрали сразу. И потом то, что просили у меня люди, это и подтолкнуло к тому, чтобы новые технологии применить. Компьютер применить, чтобы он мог индивидуально заниматься родным языком. Большую пользу разговорник будет нести не только взрослым, но и детям. Программа рассчитана на них тоже. С помощью разговорника можно и начать изучение языка с нуля, и подкрепить уже имеющийся уровень. Второй, сборник аудио-видео книжечка, это посвящена букварю. Тоже на основе того букваря, по которому учатся в школах, мы только его озвучили, прибавили рисунки, и, получилось такое более-менее удобное и для школьников, и для желающих изучить родной язык. Это
я еще раз хочу повторить, у нас не педагогические пособия, это пособия для внеклассного обучения. Основную цель, которую преследовали создатели разговорника – помочь жителям обширного региона проживания нагайцев и ее гостям, не владеющим нагайским языком, усвоить азы грамматики и элементарные речевые фразы. Для этого программу сделали максимально простой и удобной для изучения. Сегодня мы чествуем книги электронные, которые будут изучать наши дети. Это большое достижение, это первая ласточка в нашей республике, и мы пытались через интернет увидеть в других регионах, но в таком ракурсе ИСА издал первым. Я благодарю, это достоинство всего народа. Иса Суюнович, вы уделили очень много труда, очень много времени, заслуга в основном это ваша. Я пожелаю, чтобы ваш труд был оценен нашим поколением. Вы сделали очень большой вклад. Каждый раздел разговорника сопровождается небольшой аннотацией, в которой раскрывается тема. Он содержит наиболее часто употребляемые в речи слова и выражения, фразы, связанные с современной жизнью нагайского народа, повседневным бытом. Еще одним большим плюсом является то, что аудиоразговорник можно в любое время поставить на паузу и вновь приступить к его изучению в свободное для вас время. Радима Киут, Станислав Сушков, Архыз 24.